Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Самый кровавый расстрел в истории США. Стрелок-гомофоб афганского происхождения убил 50 человек в ночном гей-клубе, 53 ранены. Бывшая узбекская жена стрелка утверждает, что у него склонность к насилию. Неуравновешенный может взбеситься на ровном месте. Он начал меня бить. Мы друг друга любили. Родственники были не согласны. Ромео и Джульетта из таджикского кишлака. Двоюродный брат с сестрой бросились с 50-метровой скалы, получив отказ родителей на родственный брак. Девушка погибла сразу, парень пока жив. Я не говорила ему, что Мокул погибла. Постоянно спрашивает, как она. Россия и Англия могут покинуть чемпионат Европы по футболу из-за беспрецедентных драк между болельщиками этих национальных сборных. Центр Марселя разгромлен, спецназ и полиция проводят обыски в отелях русских фанатов. Совершенно необходимо, чтобы национальные федерации тех стран, болельщики которых устраивают подобные инциденты, были наказаны. Террористы из ИГИЛ демонстративно уничтожили еще одну жемчужину мировой истории. На этот раз это 3000-летний ассирийский храм в Ираке. Ролик о том, как жители Алма-Аты спасают упавшую в водохранилище собаку, набрал сотни тысяч просмотров в интернете и попал на многие мировые каналы. Расстрел посетителей в гей-клубе в американском городе Орландо уже назван самой массовой и кровавой расправой после 11 сентября в истории США. К сегодняшнему дню число жертв в бойне во флоридском ночном клубе «Пульс», которую при помощи автоматической винтовки и пистолетов устроил американец афганского происхождения, 29-летний Омар Матин, составило 50 человек, 53 ранены. Сам подозреваемый был убит в перестрелке с полицией. Под его огонь попали не только геи и лесбиянки, но и другие посетители клуба. Ответственность за это преступление уже попыталась взять на себя ИГИЛ, назвав Омара Матина солдатом халифата. Но пока американские власти не спешат напрямую связывать расстрел в Орландо с исламистами. К больнице в Орландо выстроились очереди. Сотни людей пришли сдать кровь для раненых. Медики не были готовы к такому большому количеству пациентов с огнестрельными ранениями, поэтому крови для срочных переливаний пока не хватает. В районе самого ночного клуба идет процедура опознания погибших. Она осложнена тем, что некоторые посетители клуба приехали издалека. Те, кто выжил в бойне, никак не могут прийти в себя после произошедшего. Я не знаю, видел я стрелка. Я не знаю, что я на самом деле видел. Все было размыто. Я надеюсь, что смогу отойти от этого, но пока я не могу. Он хороший парень, работает в киностудии Universal. Я надеюсь, мы найдем его. Это все, что мне надо. В самом Орландо и в других городах Соединенных Штатов тысячи американцев вышли на улицы почтить память погибших. Они устраивают импровизированные мемориалы со свечами. В церквях проходят траурные службы. Государственный флаг США в знак траура был приспущен и на Белом доме. Перед резиденцией президента проходят акции, посвященные расстрелу в Орландо. А сам глава страны Барак Обама обратился к нации с речью. Это отрезвляющее напоминание о том, что нападение на любого американца, вне зависимости от его расы, национальности, религии или сексуальной ориентации, является нападением на всех нас и на наши фундаментальные ценности, равенство и достоинство, которые определяют нас как государство. Но никакие проявления ненависти и террора не смогут изменить нас самих и ценности, которые делают нас американцами. С осуждением расстрела в ночном клубе выступили и представители мусульманских общин Америки. Я хочу сказать членам и сторонникам ИГИЛ, как вы будете стоять перед Богом и отвечать за преступления, гибель тысяч невинных людей, мусульман, христиан и других. Вы не одни из нас, вы сектанты, вы вне закона. Тех политиков, которые могут попытаться использовать эту трагедию, мы просим уважать жертв и их семьи. Это не время, чтобы набирать очки. Это не время, чтобы эксплуатировать страх. Это время для единства и веры.
Несмотря на то, что стрелок Омар Матин неоднократно заявлял, что является сторонником так называемого исламского государства и даже попадал в поле зрения спецслужб, его близкие утверждают, что о какой-то особой религиозности в его случае речь не шла. Отец Омара считает, что всему виной гомофобия его сына и право на свободное ношение оружия, которое имелось у него, как у сотрудника одной из крупнейших охранных фирм Америки. Мой сын Омар Матин был хорошим сыном и образованным человеком. У него был ребенок и жена, и это было достойно. Также я могу сказать, что он имел уважение к своим родителям. Прошлой ночью я не знаю, что заставило его это сделать. Он работал в компании, которая давала ему доступ к оружию. Я не знаю, что случилось. Напомним, что в минувшее воскресенье Омар Матин около 2 часов ночи ворвался в ночной гей-клуб и открыл прицельный огонь по посетителям. За очень короткое время ему удалось убить и ранить больше 100 человек, что говорит о его хорошей стрелковой подготовке. Затем он вышел на улицу и открыл огонь по полицейскому патрулю из 9 человек, одному из которых пуля попала в голову, но его спас шлем. Омар Матин, отбив атаку полиции, вернулся в клуб и взял в заложники 30 человек, после чего он был убит во время штурма, который начал полицейский спецназ. Все заложники были освобождены. В настоящее время полиция проводит обыски в доме Омара Матина, опрашивает соседей, изучает его личные вещи и содержимое компьютера на предмет связи с террористическими группировками. Пока эта версия не подтверждена, и, скорее всего, стрелок симпатизировал ИГИЛ, но не был членом этой террористической организации, а в клубе действовал по своему усмотрению. Бывшая супруга Матина, американка узбекского происхождения Ситора Юсуфи, сообщила журналистам, что Матин был агрессивным и психически неуравновешенным человеком, систематически ее избивал, и ему было неважно, на кого направлять вспышки своего беспричинного гнева. Вначале он был нормальным, заботился о семье, любил шутить, веселиться. Но через несколько месяцев после нашей свадьбы я заметила, что он неуравновешенный, что он может взбеситься на ровном месте. Тогда я стала беспокоиться насчет своей безопасности, а через несколько месяцев он начал меня бить. Если в ходе расследования ФБР все-таки удастся установить связи стрелка из Орландо с террористами, бойня в клубе станет одним из самых крупных терактов наряду с 11 сентября. Казахстан отменил самый высокий красный уровень террористической опасности в Актобе. Уже во второй раз спецслужбы республики заявили, что антитеррористическая операция, в ходе которой было убито 18 участников вооруженных нападений в этом западно-казахстанском городе, завершена. И по итогам расследования уголовного дела по акту терроризма, вы понимаете, объем работы очень большой, но мы в установленном сроком уголовно-процессуальным кодексом сроки завершим расследование и дадим обширную информацию средствам массовой информации, общественности о данном акте терроризма. Какие предпосылки, значит, какие мотивы были, как организована была эта преступная группа и так далее. То есть всю информацию вы получите. Орган дал ориентировку, потом это все поправили. Мы сами первые обратили внимание, они-то однофамильцы одного из террористов. Поэтому ошибка произошла. Но они вовремя извинились, и это... Однако параллельно с заявлениями спецслужб в Актобе продолжали звучать выстрелы. Некоторые районы города блокировались, а жители домов экстренно эвакуировали. Так, жительница одного из семейных общежитий сообщает радио «Азатык», что в минувшие выходные ее дом был оцеплен, жильцов вывезли на автобусах, а она сама слышала выстрелы в 11 часов вечера, после чего увидела, как полицейские вывели человека с пакетом в руках. Многие двери в оставленных квартирах были выбиты. Как сообщает сайт Ротел.kz, еще один преступник скрывался в здании местного колледжа транспорта и коммуникаций. Он также был арестован. Также этот портал сообщил о стрельбе в одном из пригородов Актобе. Там тоже проходила спецоперация по задержанию участников нападений 5 июня. Тем временем усилилась путаница с попаданием жителей Актобе в списки ликвидированных и разыскиваемых террористов. Еще один житель города, Данияр Уайсов, опубликовал в Инстаграме свое видеообращение, в котором требует извинения от СМИ и интернет-изданий за то, что те с подачи спецслужб внесли его в списки убитых преступников. Уважаемые казахстанцы, я, Уайсов Данияр Рамазанулы, житель города Актобе. 12 июня 2016 года во всех СМИ, на интернет-сайтах и сводках правоохранительных органов прошла информация, будто я в числе убитых бандитов-террористов по делу о нападении в Актобе.
Однако вы видите сами, что я снимаю это видео, я жив и невредим. По этой причине я требую от всех СМИ, всех интернет-изданий и органов извинений за распространение неверной информации и подтверждение того, что я жив. Трагическая история из Таджикистана. Двоюродные брат и сестра прыгнули с 50-метровой скалы из-за того, что родители не разрешили им пожениться. 16-летняя девушка погибла сразу, а 20-летний юноша остался жив. Правоохранительные органы и местные власти не знают, кого считать виноватым в этой истории и как поступить с выжившим влюбленным. Анушервон Арипов о современных Ромео и Джульетте из горного таджикского кишлака. Мы друг друга любили. Родственники были не согласны. Почему были не согласны? Сам не знаю. Нам все равно не позволят быть вместе. Фарход Рустамов после прыжка в глубокий обрыв со скалы вместе со своей возлюбленной Мохгул остался жив и даже, по словам матери молодого человека, не получил тяжелых травм. А вот девушка погибла на месте. Молодые люди хотели покончить жизнь самоубийством после того, как им запретили жениться. Ходили свататься с Фарходом к Мохгул. Отец девушки отказал. Потом мне говорят, что твой сын в больнице. С того дня я здесь. То, что они любили друг друга, не знала ни я, ни ее родители. Фарходу о смерти его возлюбленной не сообщили. Мать боится, что он может повторить попытку самоубийства. Но молодой человек что-то подозревает и постоянно спрашивает о состоянии здоровья Мохгул. Я не говорила ему, что Мохгул погибла. Постоянно спрашивает, как она. Я говорю, что все хорошо, она жива. Он не верит, сердце ему подсказывает другое. Любовь развивалась стремительно. Фарход буквально 10 дней назад вернулся из России, где работал 2 года. И молодые люди полюбили друг друга с первого взгляда. Но они двоюродные брат и сестра. Их отцы родные братья. Практически все местные жители так или иначе приходятся друг другу родственниками. Для нас всех то, что произошло, было большим шоком. Люди до сих пор не могут прийти в себя. Семья девушки проживает неподалеку отсюда, и они могут спокойно видеть этот обрыв. Свидетелем события был брат Мохгул, Азамат. Он видел, что его сестра вместе с молодым человеком Фарходом стояли здесь около 20 минут, держались за руки, и затем они вместе спрыгнули в обрыв. Здесь высота не менее 40-50 метров. Уже на днях Фарходу придется объясняться сотрудниками правоохранительных органов. Мохгул, в отличие от него, была несовершеннолетней. Ей недавно исполнилось 16 лет. Подобные истории в Таджикистане у всех на слуху. Если суициды по различным причинам происходят довольно часто, то попытка двойного самоубийства по любви впервые. Новый закон, принятый в Таджикистане в апреле этого года, категорически запретил браки не только между двоюродными, но и троюродными братьями и сестрами. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Далее в программе. Россия и Англия могут покинуть чемпионат Европы по футболу из-за беспрецедентных драк между болельщиками этих национальных сборных. Центр Марселя разгромлен, спецназ и полиция проводят обыски в отелях русских фанатов. Совершенно необходимо, чтобы национальные федерации тех стран, болельщики которых устраивают подобные инциденты, были наказаны. Террористы из ИГИЛ демонстративно уничтожили еще одну жемчужину мировой истории. На этот раз это 3000-летний ассирийский храм в Ираке. Ролик о том, как жители Алма-Аты спасают упавшую в водохранилище собаку, набрал сотни тысяч просмотров в интернете и попал на многие мировые каналы. Сборные Англии и России, участвующие в чемпионате Европы по футболу, могут быть наказаны из-за своих болельщиков. Командам грозит дисквалификация и запрет на продолжение дальнейших игр. УЕФА уже открыла дисциплинарное дело против Российской Федерации футбола из-за поведения фанатов во время матча сборных. Их обвиняют в беспорядках, расистском поведении, использовании пиротехники непосредственно после матча. Сходные обвинения могут быть предъявлены и к английским болельщикам. Кроме того, многотысячные толпы фанатов обеих стран фактически разгромили центр французского города Марсель накануне игры их команд.
Вы видите кадры одной из потасовок между фанатами в центре Марселя. Французская полиция и спецназ блокировали все гостиницы города, где проживают российские болельщики, устроившие беспорядки. В их номерах пытаются найти травматическое оружие. Также полицейские изымают у россиян весь алкоголь, а французские власти после массовых драк фанатов в порту Марселя, в ходе которых пострадали десятки людей, а некоторые были даже тяжело ранены, заговорили о необходимости ввести на чемпионате сухой закон. Справедливости ради, в Марселе дрались не только русские с англичанами. Также французские болельщики и местное арабское население принимали участие во всех этих столкновениях. Тем не менее, МВД Франции настаивает на наказании именно британцев и россиян. Совершенно необходимо, чтобы национальные федерации тех стран, болельщики которых устраивают подобные инциденты, были наказаны. А это кадры атаки российских фанатов на английский сектор сразу после окончания матча Россия-Англия, который закончился ничьей. Нападение, как утверждают очевидцы, началось с обстрела английских трибун из ракетниц. В массовой драке прямо на стадионе участвовали сотни людей. Представители британских болельщиков утверждают, что россияне специально готовились к этим действиям. Я был шокирован. Я не видел таких сцен на стадионах уже пару десятков лет. Мы беспокоились, потому что знали, английские фанаты покупали билеты на русских сайтах, и разделение болельщиков на секторы было недостаточно тщательным, чтобы эти ужасные события можно было предотвратить. Представляю, как страшно было людям, которые оказались в гуще событий. Помимо Марселя, драки происходили и в Ницце, где в столкновениях участвовали фанаты Северной Ирландии и Польши, а также местное население. Из Ниццы сообщается о 7 пострадавших и 1 погибшем. Правда, гибель ирландского болельщика полиция не связывает с беспорядками, а утверждает, что он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, упал с 8-метровой высоты на прибрежные скалы. Древний храм Набу в Ираке, посвященный вавилонской богине мудрости, стал очередной жертвой исламского государства. Террористы демонстративно взорвали эту жемчужину мировой истории и распространили видео своей варварской акции по всему миру. Село Канда в Грузии – место, куда каждое воскресенье стекаются сотни людей, чтобы посетить церковную службу на языке Христа. В этом небольшом поселке, расположенном неподалеку от Тбилиси, проживают ассирийцы, носители древнего арамейского языка. Необыкновенная манера исполнения церковных песнопений сделала настоятеля местного православного храма известным далеко за пределами родины. Язык, на котором предположительно говорил Иисус Христос, проникновенная мелодия и необычная для православной церкви манера пения. Небольшая церковь 13 ассирийских отцов в поселке Канда уже давно не вмещает всех прихожан, которые каждое воскресенье приезжают сюда со всей Грузии на молитву, проводимую отцом Серафимом. Молва о его уникальном пении давно покинула пределы родины. В поселок Канда едут гости из ближнего и даже дальнего зарубежья. Мы ассироязычная грузинская православная церковь, поэтому мы литургию Иоанна Златоуста единственные во всем мире, кто славит Бога на арамейском языке в православной традиции. Так как у нас не осталось никакой черточки исторической православного ассирийского пения, нам приходится зарождать все самим. Поэтому мы сами пишем мелодии на те же Ектинии, на те же «Отче наш». Прихожан привлекает не только голос священника. После завершения службы отец Серафим не спешит скрыться за алтарем, а идет, что называется, в народ. Такое общение с верующими порой может затянуться, так как люди подолгу не расходятся. Церковь Канда часто посещают первые лица страны, а в грузинских СМИ любят говорить о феномене отца Серафима. Это очень громкие слова, поэтому просто люблю всех и слава Богу за все. Село Канда было основано в 19 веке. Здесь селились ассирийские христиане, которые были вынуждены покинуть мусульманский Ближний Восток, спасаясь от гонений по религиозным мотивам. Сегодня, как рассказывают местные жители, в селе проживают более 2000 человек. Мы бы очень хотели, чтобы в сельской школе преподавался ассирийский язык. Здесь 99% населения ассирийцы. И мы уже обратились в Министерство образования, и вроде уже есть какие-то подвижки. В селе действительно мало кто умеет читать и писать на родном языке. Ассирийский, он же новоарамейский, почти, как и все семитские языки, имеет свою древнюю письменность. Но, тем не менее, родную речь здесь не забывают.
Ее популяризации способствует решение Синода Грузинской Православной Церкви о проведении богослужений в сельском храме на ассирийском языке. Таким образом, несколько лет назад село Канда превратилось в единственное место в мире, где церковная служба ведется предположительно на языке Христа. Звят Мчедлишвили, Давид Симонишвили, специально для настоящего времени, Грузия, Канда. А на Украине бывший президент Грузии Михаил Саакашвили спустя год на посту одесского губернатора опять заявляет о провокациях и давлении. Всеволод Ананьев попытался разобраться в бесконечных скандалах, которые сопровождают команду реформаторов. Обыски, увольнения и нежелание возвращаться в Украину. Последние несколько месяцев команду Михаила Саакашвили сотрясают скандалы. Ближайший и самый громкий – обыски в обладминистрации. Сотрудников СБУ заинтересовала деятельность благотворительного фонда на благо Одессы. Его председатель – экс-консул Грузии в Украине Теймурас Нишнианидзе. Силовики утверждают, чиновник уходил от уплаты налогов. Но Саакашвили считает инцидент политическим и направленным против него. В январе я избавился от охраны СБУ, потому что им поручили прямо. И один из них, двое из них об этом мне напрямую рассказали. Собирать на меня информацию, следить. По словам соратников Саакашвили, в последнее время против его и команды реформаторов ведется кампания, дискредитирующая их достижения. Есть коммерческие интересы, потому что эти государственные структуры контролируются определенными людьми, олигархами, используются в целях своего обогащения. И поэтому любая попытка восстановить державный институт и сделать так, чтобы это заработало правильную часть, она вызывает организованное, спланированное, подкрепленное большими ресурсами сопротивление. Мария Гайдар сама оказалась в эпицентре скандала. В Одесском регионе она занимается социальными вопросами. Активисты обвинили Гайдар в некомпетентности и бездействии. Деятельность Марии Егоровны вместо светлого будущего, которое обещалось жителям Одесского региона, приводит уже к вымиранию жителям Одесского региона. Она является преступной. Представители организации «Автомайдан» некоторое время пикетировали администрацию. Они требовали отставки Гайдар. После этих акций чиновник ушла с должности заместителя губернатора. Но утверждает, с протестами активистов это решение не связано. Она осталась в команде Саакашвили и считает, что сможет реализовать себя на другом поприще. Не было большого желания стать таким чиновником администрации. Я поэтому пошла в депутаты. Мне интересно областной совет, мне интересна политика. Мне в Украине очень хочется заниматься политикой, очень хочется заниматься общими такими ценностными проектами, глобальными проектами. А вот другой заместитель Саакашвили, Александр Боровик, покинул Украину. Возвращаться пока не намерен. Ему сообщили о готовящемся уголовном производстве. По информации Боровика, при прилете его собираются задержать. Поэтому он предпочел остаться в Германии. Я не стал бы полагаться на законность. Боровик баллотировался на пост мэра Одессы, но проиграл. Сегодня продолжать политическую деятельность в Украине не видит смысла. По его мнению, украинское общество еще не может принять серьезных преобразований. Политическая элита как-то приручила реформаторов, сделала их, в общем-то, карманными реформаторами, которые управляемые, если они выходят из-под контроля, то на них оказывается давление, либо давление с помощью прокуратуры, как экстремально. В мае бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе анонсировал создание новой партии. Предположительно, в нее войдут соратники Михаила Саакашвили. Возглавит ее сам экс-президент Грузии. Политологи сходятся во мнении. Новая сила сможет конкурировать с действующими политическими партиями страны, если команда реформаторов сможет дальше работать в Украине. Всеволод Ананьев, в настоящее время, Одесса. Видеоролик из Алма-Аты, на котором жители города спасают упавшую в водохранилище Сайран собаку, набрал в считанные часы сотни тысяч просмотров в интернете. В результате видео попало в эфир многих ведущих телеканалов. Давайте! Вы видите, как молодой человек ждет помощи от друзей, которые, взявшись за руки и создав цепочку, вытягивают друга с собакой. При этом животное не лает и не кусается, а терпеливо ждет своего спасения. В комментариях пользователи соцсетей благодарили и хвалили спасителей. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.